Прораб на строительном объекте в Магасе ругает подчиненного за то, что он пренебрегает правилами безопасности. Но пока не приехала трудовая инспекция, работа кипела полным ходом и никто за этим не следил. Всего здесь работают 12 человек. Ну, это происходит каждое утро, объясняешь, да, все сделаем, опять приходит, снимает одежду, вы говорите, но они не соблюдают, обычно говорят. Скажите, а вот по закону вы же знаете, да, что должно быть? Закон знают, должны быть одетые. Строительство девятиэтажного жилого дома ведет компания «Техстрой». Работают в основном приезжие из Азербайджана, и, как утверждает начальник участка, все разрешения имеются. Еще один повод проверки – соблюдение эпидемиологических мер. Средства индивидуальной защиты все у вас есть, да? Да, есть. Вы должны не только их выдать, но также должны обеспечить, чтобы они их применяли. Вот у вас, видите, есть, вы показываете, что они есть, но не применяются. Это уже грубое нарушение, так как работники не могут осуществлять свои трудовые обязанности без применения средств индивидуальной защиты. То есть это в первую очередь для них и для вас это нужно. Вы обязаны соблюдать нормы трудового законодательства, нормы охраны труда. За следующим объектом строительства далеко идти не нужно. Буквально за забором возводят многоквартирный дом. Строительная компания «Гарант». Ни касок, ни жилетов, ни тем более средств индивидуальной защиты у рабочих нет. За их безопасность отвечает непосредственно работодатель. Но начальник участка оправдывается за подчиненных. Один снял, второй снял, третий снял. Чуть ли не плачут они, не могут. Там движение такое. Каждые полметра домкраты стоят. Брусья, все, не могут они ходить в спецодежде, особенно с ремнями. Потом мы решили, сделали вверху, когда не работает, вокруг трос пробивает период, и то на крайних точках работает, им обязательно в порядке оставляем ремни одевать. И так на каждом объекте. Пока не подъедет комиссия, строители и не думают о своей безопасности. Получается, что неудобство при ношении спецодежды и снаряжения важнее риска получить травму. Обойдя ключевые объекты, трудовые инспекторы сделали выводы, и работа в этом направлении продолжится. Сейчас мы будем организовывать контрольно-надзорные мероприятия по вопросу нарушения требований охраны труда, которые нами были выявлены. В дальнейшем за указанное нарушение работодатели будут привлечены к административной ответственности в виде штрафов. Также им будут выданы обязательно для исполнения предписания для устранения выявленных нарушений. Представители строительных компаний также заверили, что все рабочие официально трудоустроены. Эту информацию также проверят, а такие рейды проведут во всех городах и районах республики. Микаил Тангиев, Магомед Дидигов, Новости 24.